Так, раз, два, три. Ага, голос бар. Так. Дискорд'da mikrofon farklı var. Ау. Жестко они. Ой, музыка радуга. То что забанят, я буду ютуберы. Так. Muzikler aldı. Глава 9. Бальзам и бинс. Когда давно видео я помню, честно. Так, в последний момент я был в розыске. Алло? Да, Вито, у нас тут проблемы. Бери ствол и бегом ко мне в бар. И приезжай на приличной тачке. Ясно? Ладно, сейчас буду. Хороший был бы выходной. У мафии нет выходных. Так, там экраном косвелин. Да. Да. Абнан долтав тихин. Абнан не сумбу тихин. Покушать надо. Обед. Бутылка пивка для утра. Итальянцы любят закусывать. Между первым и вторым перерывчик небольшой. Все, шикарно. Так, приличная тачка, значит приличный там вот. Нет, мы не на свадьбе идем. Нет. Не. Hadi birader. Не. Когда бы нормально растохтово. Да, допустим. Полиция! Слушай, я знаю, что ты там. Привет, парни. Что происходит? Это полиция. Слушай, приятель, Открывай. ты мешаешь следствию. Иди ты, а? Просто хотим задать пару вопросов. Если не откроешь дверь, мы ее сами откроем. Нет, не то. Где моя ласточка? Доброе утро, сэр. Они сегодня со скидкой? Со скидкой денег. Поступай в автодело. Носите на здоровье. Спасибо.
Ох, сөкілі қадақ болай бұл. Радионы горен работал, то YouTube банный бегает. Авторские права. Это мафия баскича говорит. Кстати, не мне плейлист по специальной мафия баскича работал. Сыренер ёбаным в рот. Вообще, это правда. Бля, бұғыларға бақтүйіні кухан болалы. Мафия процветает. Тихо. Доброе утро. Привет, Вито. Хочу тебя кое-кому представить. Вито, это Карло Фальконе. Очень приятно, мистер Фальконе. Вида. Итак, Вита, что ты думаешь об Альберто Клименте и Луке Гурино? Но, если честно, мистер Фальконе, мне кажется, эти сукины дети хотели нагреть меня на 5000, а потом оставили за решеткой. Хорошо, потому что эти двое собираются против нас выступить. А потому надо что-то предпринять, пока они не ударили первыми. Эдди введет тебя в курс дела. Не сомневаюсь, ты не подведешь. Спасибо, мистер Фальконе. Было приятно, Вита. Так что за хрень творится? Вчера пропала машина с 3 нашими. По городу ходит слух, что в этом замешан Лука. Кто пропал? Харви Бинс и 2 ребят, которые его охраняли. Тони Бальзам и Фрэнки. Да. Бинс — бухгалтер Карло. Если он заговорит, нам конец. Что я должен делать? Дождись его у входа в бар у Фредди и проследи за ним, выясни, его ли это работа. И потом... Если вдруг он хоть как-то в этом замешан, прибей ублюдка. А если ребята все еще живы, попробуй их освободить. Надеюсь, ты найдешь их до того, как они запоют о наших делах. Куда он пойдет? Понятия не имею. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину и оружие. Ладно, без проблем. Хорошо, заедешь сюда, как закончишь. И запомни, Вито, никому ни слова. Ясно. Так, это задание я помню. Мне нужно оружие, и реально оружие надо мне. Так, по пути оружейник подбарывать. Так. Или Китловын, да? По-моему, да. Вам нужно оружие или только боеприпасы? Боеприпас. Полный запас. Kim atılır ete. Во. Гарри.
Я говорю. Пока. Куга мама остановит. Надо поменять. Тора, быстро тачка нужна, бля. Как-никак преследование было, блин. Нет, там нету. Так. На парковке нету. Блин, бедный какой-то район. Ну, вот эта точка здесь. Таких много. Вот еще один стоит. Тихо. Жить надоело что-то, бля. Алло, Я пошел же. Так, ребята, если вы думаете, что я слишком неразговорчив, поймите, пожалуйста, у меня 4 утра. Нормальные люди в это время спят, но, как видите, я ненормальный. Проснулся и подумал, надо сыграть мафию. А все вот. Блин, либо белую взять. Хуй знает. Come on, look. Ну, во-во-во-во, машина резвая, хорошая. Гарри, дружище, мне нужны патроны. Это я, Вито. Давай, заходи.
Здорово, братишка. Так что тебе нужно, Вита? Патронов много не бывает. Патронов много не бывает. Блин, вооружим армию будем. Сколько он стоит? 137. Потом. Так, это у меня есть. Вау. Вот, держи. Только не поранься. Патронов много не бывает. А есть у тебя гранат? Блин, все-таки манит это оружие, блин, магнум же. Отлично. легко. Оружие. Патронов много не бывает. Спасибо, спасибо, Гарри. Ты так скоро станешь моим покупателем номер 1. Конечно. Повторяю еще раз, многие скажут, а где музыка, где радио? В тот раз я записывал, но после этого меня забанили. Сказали, что у меня авторских прав нет для музыки. Ну и поэтому игра. Без музыки, сука, блюдок, блядь. Убью нахуй. И тебя тоже убью, блядь. Пидорас, блядь. Кирилл. Сука, машину поцарапали. О, бля, менты. Сука, чуть не попался, бля. Так, Лука, сегодня твой смерть. Он едет за тобой. Блядь. Нихуя себе резвая машина. А, бля. Привык в PUBG играть, нажать Shift. Тихо, тихо, тихо. Да, машину покрасить в черный цвет, вообще тумба была. Так. Такого добра, конечно, нет. Пойдем. Теперь тачка понятно. Заебата тачка, оказывается. О, еще один как я едет. О, молодец. Понимает меня. О, бля, менты. А сейчас вы скажете, да, давай быстрее задание выполняй. Ну, я играю для удовольствия. Для мафия это же самая легендарная игра, особенно первую часть. О, бля, первую часть. Правда, там одно задание есть. Одно задание. Гонка. Я его, блядь, 3 дня проходил и не смог пройти. Друга позвал, чтобы он мне помог выполнить это задание. А он тоже с 3-го раза, что ли, выполнил. И то, сука, на легком уровне. Рад тебе. Здорово, братишка. Чем могу помочь? Давай сначала починим. Потом. Ищешь Колес. новые колеса? Выбирай. Нет, не это. Не это. А вот первый стоит же. Это самый дешманский, да? Не то, это, не то. О, блин. А, нет, для тебя вообще не подходит. О, вот этот номер. Номер пускай останется. Хотя нет, номер поменяю. Не хватает денег. Бля. Не хватает денег, не хватает денег.
Бля. Ладно, колеса поменяли, В пух. любое время. Задание выполнен период. Так, минуточку. Закрываем уши. Простите, простите. Человек просто заболел. Выключи. Осторожно, бита скалета есть. Бля, физика этой игры вообще охуенная, бля. Ну, смотрите, как машина шатается, а. Оля, еба. Я себе колеса заебатые поставил, оказывается. Это машина Луки. Где тебя носит, Лука? Вот ты где. О, отлично. Лучше не подходить, а то Лука меня еще заметит. Повезло, бля. Куда же ты собрался, Лука? Риверсайд. Может, на свалку Бруски? Не, Майк с таким не связывается. Для Бруски нет, сомневаюсь. Ребята, микрофон нормально работает, нет? Пишите, что ли, если не слышно. Все, приехали. Ага. Бойня Клименте, конечно. Похоже, Эдди был прав. Так, туда надо пробраться незаметно. Блин, как это было? Где-то тут канашка была. Отсюда? Нет. А, вот. А я, бля. Реализация. Может, через нее? Кажется, я могу ее поддеть. Господи, ну и водища! Черт, теперь еще и собака. Так, стоп. Где-то сейчас канализация сработает. Не здесь? Ай, бля. Не заметил, сука. Если Лука просто за стейком заехал, я кого-нибудь убью.
Что такое? Кто там? Да нет там никого, видишь? Заткнись, пока у тебя в котлеты не измололи. Тварь вшивая. Черт, вот они. Все, недоумок паршивый, ты попался. Понятно. Мне пора. Вот черт. Надеюсь, босс знает, что он тут... Убейте его, придурки! А, нельзя выдавать себя. Да ладно. Что же это творится? Не похоже, Эй, чтобы... Амаль! Не задерживайся там, а? Я один все делать не хочу. Уж и покурить нельзя. Расслабься. Сколько можно? Ты пепельница? Слушай, а кто это орал? Никто. Свиньи верещат, наверное. Что? Нет, свинья таких звуков не издаст. У тебя что, уши заросли? Говорю, свинья, не обращай внимания. Да, но... Слушай, ты тут новенький или что? Рот закрой, иди работать, или там нет нас. Ты все еще думаешь завязать? Ладно, ладно. Да, со следующего месяца, наверное. А потом ты чем займешься? Ну, не знаю, я тут подумывал, может, озвучкой заняться. Так я тебя наймет. Эй, вы, смена кончилась. Что значит смена кончилась? У тебя что, уши заросли? Говорю, шабаш на сегодня. Но я еще не доколотил отбивную. Не заставляй меня повторять. Смена кончилась. Марш отсюда. Ладно, ладно. Это точно. Пошли. Сейчас приду. Ну да, приятель назвал мне точное имя. Да я бы там столько бабла поднял. Думаешь, я не знаю о наркоте? Я в курсе, откуда вы деньги берете. Фальконе считает, что у него все на мази. Но он так просто не отделается. Ну же, как вы ее провозите? Я ничего не знаю, я простой Не бухгалтер. выделывайся мне тут, козел. Хочешь повторить судьбу своего дружка, а? Давай, посмотри на него. Думаешь, ты круче? Когда мы с тобой закончим, мы пустим тебя на фарш в одной из этих машин. Вопрос только в том, О, бля. убить тебя вперед или нет.
Откуда эта чертова вонь? Фу! Эй, там кто-то есть! Эй, ты еще кто такой? О, господи боже. Капитан Сортир спешит на помощь. Заткнись нахрен, Лука. Эй, я тебя знаю. Это ты тогда все ошивался с Барбарой. Я думал, ты все еще гниешь за решеткой. И какого хрена, спрашивается, ты приперся? Меня послал Фальконе. Ему не нравится, когда всякие глисты пускают его ребят на фарш. Так ты теперь под Фальконе ходишь, да? Вот что я тебе скажу. Если бы ты знал, что на самом деле происходит, ты бы назад в камеру удрал. Но теперь уж какая разница? А он хорошо держится, да? Если будет грязный. Тихо, 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 тихо. Бей, бей, бей. Давай, Сэмми, сломай ему шею. Ок-ок-ок-ок-ок. О, это больно. А он хорошо держится, да? Если будет грязный. О, это больно. Давай, давай, давай. Давай, Сэмми. Сюда, давай сюда, 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 сюда. Бей. Не, нормально бей. Вот так, вот так. не поменяюсь, паскуда. Давай еще. Давай, Сэмми, сломай ему шею. Мальчики, взять его. И с теми связался, паскуда. Спусти меня Спасибо, вниз, Вит. а! За нами должок. Тебя Эдди прислал? А, он заметил, что на перекличке народу не хватает. Черт. Бедный Фрэнки. Я убью этого сукина сына. Бинс, побудь тут. И не светись, пока мы за тобой не вернемся. Ладно, ладно, вы меня только не забудьте тут. Договорились? Берегись, у него ствол. Плохо, малыш, плохо. Так, Вита, пошли искать глисту. Глиста сейчас штаны обмочит. Что там творится? Они мертвы. Да, мертвы. Угадай, кто следующий. Сюда едет много парней, у которых много обманов. Черт, опоздать! Вот и они. Смотри и учись. Я туда, Вита, прикрой. Молодец, Вита. Эй, урод, дверь. Прикрой меня, я пойду внутрь. Отлично стреляешь, Вита.
вижу! Я вижу! Давай, вперед! Еще один! Ладно, неплохо. Пошли на тренировку. Ну да, Ну, пока он еще кому не давай, позвонил. Открывай. Черт! Так я ее открыть не смогу. Да уж, тут нужно что-то тяжелое, как таран. Знаю. Смотри, тележка. Ах ты, твою мать. Что за... Черт! Думает, он самый умный. Думаешь, ты самый умный, а? Ну давай, попробуй! Сукин сын, что он там? Черт! Нет! Что за черт? Нет! О, боже! Сейчас! Не трогай меня! На Не себе! трогай меня, Всё, ублюдок испытай! чертов! Не Лично! трогай меня! Глиста пока. Я чуток поиграю с Лукой, а потом пущу на фарш. Ты со мной? Спасибо за предложение, но я лучше. Крови не будет, да? Нет, не люблю луку. Как знаешь. Но ты много пропускаешь. Начну с канала для скота, которым он тут вопил. Да. Эдди, правда, хотел, чтобы я его лично убрал. Не забивай голову. Все будет в лучшем виде, просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня не сдохнет. Обеими руками за. Ладно, я пошел. От меня несет за квартал, хочу уже помыться. Передай Эдди, пусть за Луку не волнуется. Эй, Бинс, открывай дверь, все кончилось. Ты? Ты живой? Ну да, а ты как думал? Может, перед тем, как домой ехать, развлечемся со спящей красавицей? Знаешь, а это неплохая идея. Блять, что-то народит. Да, разумеется, я возьму тачку, конечно, вот эту. Да. Хм. Бля, я не ошибался насчет тачки. Я же на таком ездил. Красавчик, бля, чуть не умер, да. А, это дверь так открывается, что ли? Нихуя себе тачка заебатая.
Да, забей сама на ебаного. Блядь, я одежду не поменял. А, это похуй. Но даже в дверь не пролезет, да? Короче, она на него падает, а он начинает. О боже, о боже, о боже! Господи Иисусе, это ты? Вито! О, святая Мадонна! Какого черта ты не помылся перед тем, как сюда переться? Ты мне сам сказал, как закончу, сразу к тебе. Думаешь, мне нравится? Ладно, ладно. Что там с Лукой? Готов. Ладно. А наши как? Ты их нашел? Да, Лука держал их на бойне. Фрэнки мертв, но Бальзам и Бинс в порядке. Лука их допрашивал, когда я добрался. Свидетели есть? Никого, только дюжина телохранителей Луки. Вот и все Шаг свидетели. назад, ладно? Было жестко, Эдди. Да уж, похоже, не сладко тебе пришлось. Но ты же выбрался живым, верно? Иди помойся. Всё, аппетит не испортит. И тряпки эти уделанные сожги. О боже. Аривидерчи. О, 5000, нихуя себе, пойду себе новую одежду куплю. Давай-ка заглянем мы с тобой, знаешь, какой магаз? Богатенький район какой-нибудь, магазин одежды, нет. Маленькая Италия, а это что? Свалка бруски, нет. А вот, кстати, да, давай свалка бруски поедем. Ладно, давай побыстрее. От тебя жутко несет. Пошла Они жопа. сегодня со скидкой. О, прям как я в реальности. Беги. И теперь свалка бруски. Твою мать, все равно. Преследую гонщика. Твою мать. Нахуй вы мне такой ебаный дебил, что ли?
Опс. Тачка хорошая, но Лука пропала без вести, его опустили на фарш. Более-менее Кира нравилась голову улыбать. Давно не виделись как-то. Здорово, грузки. Если так и начала. Ага. И на чем? Броски, прости меня. Это походу твоя дочка. Что там, далеко еще ехать? А, нет. Привет, Вито. Вот и ты. Эдди, Неплохой костюмчик. спасибо. Ну так и в чем дело? По какому поводу парад? Вита, мистер Фальконе сегодня примет нас в семью. Тебя и меня. Нас берут. Сегодня? Да ладно. Да. Правда? Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Все узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить. Лео, рад тебя видеть, как сам? Привет, малыш. Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня. Давай, садись. Ладно, конечно.
И спасибо еще раз за все, что сделал, чтобы я вышел пораньше. А теперь я выполню второе свое обещание. Второе? Да. Я же сказал, что в следующий раз, когда начнется прием, я тебя порекомендую. Ну вот сделано. Так ты имеешь к этому отношение? Ты же работаешь на Винчи. Да. Я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье. Но раз уж Джо твой лучший друг, вы выросли вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже, вместе с ним. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да. А теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Ладно. Увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Типа как старина Лео уронил мыло? Пошел ты. Ладно, ладно, все, хватит, пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Ну вот, подождем. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Эй. Удачи. Твоя очередь, Вито. Джентльмены, это Вито Скалетто. Вито, знай, что наша семья — тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня. Бог или Родина. Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмет на спуск. Повторяй за мной, Вита. Если я предам тайну нашей жизни... Если я предам тайну нашей жизни... Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амико Ностро. Джентльмены, вот наш новый друг, Вито Скалетто. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей. Дону Фрэнку Винчи. И его Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти 7 лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Тедди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но Я это слишком грязно. долго выполнял чужую И грязную очень работу. рискованный. И был готов рискнуть это чем я угодно, поверю. чтобы, наконец, стать кем-то. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you want to have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Недолго я проживу в этой квартире, конечно. Алло. Ай, Вито, это Эдди.
Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно, а в чем дело? Не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Так. Пиво. Закусываем. Все, поехали. Не то. Не то. А, подожди, очки. А, заебал, давай, поехали. Где мой гараж? Это что за близкая тачка? Не. Где моя тачка? Блять. Вот, держите, это вам подарок. Так, ну не слишком уж далеко. Чего солнце ведь? Ебать, вот тут правильно. РД вроде хмарит, для сюжетных антера хмарит. 100, нихуя себе. Ебать. Я сейчас сдохну нахуй. 140. Все. Сбрасываю. Ой, ебать. Нихуя себе ракета, бля. 140, ебать. Сука. Кстати, когда я эту игру проходил в 2008, я начал одевать костюм из-за этой игры. Просто обожал костюм, смокинг туда-сюда. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вита. Марти, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна, и раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять. Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я еще поговорим, да. Ага. Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Фальконе. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клименте. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клименте. Именно. Сегодня у Климента большая встреча в гостинице Герб Эмпайра. Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку.
А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю? Не волнуйся, у меня есть план. Черт! Джо, убери сейчас же. Эдди, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать, Твою бога душу мать, убери немедленно. Ладно, Мозги растерял. ладно. Дерганый ты какой-то. Ага, то есть мы средь бела дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись, она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется, будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взрывать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати, я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберто рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Марти, что ли? Ну, он же не член семьи, так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь? Пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что. Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Так. Серьезно. РД ранен гробиту. Ладно, брони хорошо. Эй, Джо, ну так, чё там за работа? Такая, о которой тебе лучше не знать, копишь? Ну ладно, но если что вдруг, пушка у меня с собой. Да ладно, успокойся, Белый Кит. Ладно, она не понадобится, поехали. Я заебал, бля. Что за... Возьмем мою машину. Ладно, я поведу. Только не убей ее по дороге, нам на ней еще убираться. И что-то мне кажется, что авария и взрывчатка плохо дружат. Взрывчатка? Да, фейерверк устроим. До этого не слышал. Едем в гостиницу Герб Эмпайра. Заедешь в подземный гараж только через черный ход. Ну же, ребята, расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же! А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал все, что тебе надо знать. Вита, ты совсем двинутый? водитель хочет скрыться. Мы трупы. Марти, все эти Вас тайны понял. не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. Вы что, правда собирались всю гостиницу взрывать? Марти! Ну все, извините. Только слово мне еще скажи. Прости, я больше не буду. Ни слова. Мамой клянусь. Заебал, бля. Тут такая масса Джо. Вылазь нахрен! Не убивай меня!
Бамас надо. Ну все, вот гостиница. Въезд в гараж с другой стороны. Вставай там и слушай. Все пушки оставим в машине. Еще не хватало, чтобы громилы Климента нашли их при обыске. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах, заводи машину, будем отсюда делать ноги пронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Клименто снял весь 18-й этаж. Это 3-й сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Встреча еще не началась. Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно? С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Клименто не приехал. Так что не делай глупостей. Это разве не моя реплика? Будь здесь! Всегда на вторых ролях. О, черт, закрыто. Этот козел должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Мать! А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду на случай, если этот кретин заявится. Вот же ленивая тварь. Простите, сэр, вы постоялец? И где он? У него вечный перекур. Но. Но. Слушай, мне правда жаль, что я раньше не успел. Еще минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Прости, я... Хватит уже. Пошли отсюда. Вот видишь, все под контролем. Пошли, форму заберем. Вита, и еще. Вот, надень. Совсем охренел? Так нас не узнают. Надевай. Класс. Поехали. Спасибо. Эй, вы! Сюда! Идиоты, уберите этот бардак! Вам что, уши заложило? Сюда, кому говорю! Уберите эту дрянь, ну! Или кто-то поскользнется и шею сломает. Пошли, быстрее. Эй, вы! Наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Да это же Генри. Да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Какая? 100 лет Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться.
Генри хороший парень, даже если работает на Климента. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас не узнают. Очень, надеюсь. Самое, время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Просто идите и уберите. Там скоро начинается большая встреча, и если все не будет сиять, босс огорчится. Так что если голова на плечах дорога, выложите все до блеска и убирайтесь оттуда вон. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Беспорядок? А, этот. Вы двое, что надо? Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. Ударился головой. Раз 5 или 6. Так что теперь тут все в кровище. А у нас скоро начинается совещание. Так что уберите-ка все здесь и побыстрее, черт возьми. Вот козлы. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ну да, помоги мне тут. Ах, блин. Мать вашу. Желтый. Так, синий. Это плюс к плюсу. Красный запал туда. Минус синий. Тут накрест. Готово. Окей. Самое сложное позади. И вот здесь, убери. Кажется, все чисто. Хорошо, можете убираться. Ладно, теперь пошли на крышу. А можно и я у нее чего-нибудь попрошу, спрашивает Карло. Да ради бога, ну учти, она глуховата. Эй, в смысле глуховата? Я не тебя спрашиваю. Смотришь на меня в упор и задаешь глупые вопросы, а мне типа не отвечать. Это риторический вопрос. Эй, бля, крышаток сатарим Тарбаран. Я и забыл. Второй. Вита, постой, я кое-что забыл. Держи, это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Кол 1911 с улучшенным магазином. его... 23 патрона, так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего 2. Спасибо. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке, давай, пора. Мы оба! Вот же, красотища! На что уставиться? Господи, успокойся, Черт, так тебе парни, не Климента. кажется. Твою мать. Ладно, пошли отсюда. Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени!
Эй, ты какого черта? Черт! Ну, Вита! Прикрой меня, Вита! Я вернулся! Я парня так научил! В PUBG научился. Давай, быстро, пошли! И это все, чем меня порадует? Это попал! Тебя в армии так научили? PUBG. Осторожно, там могут быть другие. Сука. Сразу расхотелось с тобой. Что расхотелось? Что это, зима, что ли? Я захожу. Баба, что ли? Холодным, бля. Давай, быстро, пошли! И это все, чем меня порадует? Сука. Ладно, вот так пойдет. Надеюсь, снизу нас не слышали? Какой там? У таких зданий звуконепроницаемые окна. Да и на улице нас с такой высоты не услышат. Пошли, найдем люльку. Нашли мы люльку. Вы что это творите, а? Я еще окно не... О, черт. Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю. Молодец, руки за спину убери. О май. Вот лента, свяжи-ка. Боярик будем жить на так лет. Ах ты, бля, И что как тебе его повезло. Остальных застрелили. Ладно, дай. Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно нет. Поднимемся на пару этажей и взорвем. Вольф, А я-то думал, ты у нас умный. Что? Ты с ума сошел? А если нас накроет взрывом? Не накроет, мы едва заметим. Надеюсь. Кистягаюсь. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. Привет, Дина. Отлично, вот и наш этаж. Вита, бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Блядина. Мен уже ночная смена белгиленген жон түйүндөрү олорон күнүстөрү диен деп курдук. Жоготур убакта беремди. Эдеттен организм привыкать. И все, готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел? Да, прямо как часы. Вот так. Эти кретины и не узнают. Иисус!
Месси, что за... Бог ты мой! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно. Пошли глянем. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Фу! Что за... Черт. Господи Иисусе, я чуть на ботинке себе не отбил. Ну и разгром. Эй, прямо землетрясение. Окей, говорю. До Нового года. Вот везунчик. 30 декабря, когда в Павлах. И никуда капиталь. Ах вы уроды! Вы за Черт, это его нельзя заплатите! упускать! Давай, Вита! Вчера. Эй, ну мы им устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано, двигай. Нет, я ни в чем не виноват. Нет! Наверное, Мартини ему разбавил. Кипина бля. Я захожу. Я вернулся. И это... Осторожно, сочетанный стенд. Уложи того с автомата. Ай, фу, бля. Ты, вискать-то дорогущий. Ты чё идёт, бля? Молодец, Вита. О, еще один отдал концы. Вита, погнали. Бля, бронестекло, что ли? А, заебаха автоматом бикини, бля, куда-нибудь, бля. Стреляешь, как моя сестра. Ага. Твою мать. Эй, ну мы им устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано, двигай. Нет, я ни в чем не виноват. Нет! Наверное, Мартини ему Бля, я разбавил. забыл про тебя. Тай. Я захожу. Я вернулся. Осторожно, за стеклянной стенкой. Уложи того с автомата. Сразу расхотелось с тобой... Ты, вискать-то дорогущий. Давай, придумай. Бля, патрон взял. Я вот такое букло. Коту подход. Увижу тебя с бутылкой, лично пристрелю. И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Да заколебаха так-то, бля. Сука, чаптикури мы труба, спокойно не выполнит. Эй, ну мы им устроили. Да, но дело-то не сделано, двигай. Да, остался потом, да. Нет, я ни в чем не виноват. Нет! Наверное, Мартини ему разбавил. Давай, покажи! Осторожно, за стеклянной стенкой! Черт, ты стрелять вообще! Уложи того с автомата! Сразу расхотелось с тобой искать, дорогущий! Какое букло! Коту подход. Давай, быстро, пошли! Пристрелю. Глянь другую дверь, Вита, я справа. Окей, забей спо. До встречи внизу! Бля, кит. Вылезай, трусливая крыса! Мать! О, черт! Сюда, Вита! Там ты не пройдешь! Черт! Пожарные краны сработали! Правда? А я думал, дождь пошел. Умник! Ни черта не вижу в этой воде!
Быстро, сэр! Мать, гляди, опять ломится! Давайте, уроды! Я вас жду. 3, 2... Блядь. Это что еще такое? Уходите отсюда, мэм. Мы против вас ничего не имеем. Жестко не по идее пинану. Уже уборщиком мы левую кнопку хватает, мотом стрелять. Ёдный попугай. Разбери бомбу побольше, ладно? Но откуда мне было знать, что Клименте засел в сортире? Не засел бы, если бомба не рванула до срока. Не ссы, мы его достанем. Здорово. Вита! Осторожно, наверху! Ты просто Супермен! Я знаю. Плохо, а? Эрханга где Эрханга. То есть пистолет апрет. Сними придурка наверху! Осторожно, наверху! Это все, что ты можешь! Ух ты, сука, блядь. Та себе Эрханга дураром, блядь. Черт, еще один! Блядь. Блядь. Серьезно, что ли? Ну, сними придурка наверху! Блядь, женятеха на телефон ты где она? И это все, чем меня порадует? Что ты попал? Живее, Вита, пошли, надо спасать Марти! Давай, быстро, пошли! Я захожу! Сука. Эй, блядь, нихуя себе. Айка. Да, я знаю, я крутой. Марти! Нет! Нет! Мать! Его убили! Убили! Ладно, Вита! Джо, пойдем, надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Клименте удирает. Пошли! Я убью его! Карембо. Ага, думали, это конец? А вот и нет, уроды! Ладно, осталось двое. Если они разделятся, ты только за Климента езжай. Я умею водить, ясно? Просто держи пушку наготове. Не забивай голову, просто едь за Климента, он в черном лимузине. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Я вернулся. Минус 1. Неплохо. Дальше Клименте. Прикрой меня, Вита. Сука. Жми на газ, Вита. Я пытаюсь, Джо.
Коллега, блядь. Блядь, Масеонер. Бар мыdır ne bile. Блядь, Джо, Абас куду масалакын чехне девин долох. Блядь, тварь ебаный, блядь, стрельба будут на находить кирем берелер, блядь. Вот пидорас халбат, что ли? Надо ближе! Вот, блядь. Все, забыл! Все, конец ему. Давай все-таки проверим. Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Оно Джо вроде бы шолами было. Дай мне номер Эдди, я позвоню. А? Это Джо. Дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там. Ладно, а Климента? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Главное, что делать? Всякое бывает. Успокойся. Он был моим другом. Понятно тебе? Эй, Джо, не капай мне на мозги. Полегче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Ну хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости. Да. Bile Джо был yani toho. О, бля, Джо, смотри на Хамсур, бля, манның масалаға жақта ақадемия, бля, өйдеміз. Где моя тачка? Где моя ласточка? Ходи пизде, бля, бля, починить машину. Ну, он ты чувак, что ли? هلا Рост футов 6, среднее сложение. Ясно. Тақсим асын нирманнан.
Volkswagen, да. Канки на грёках, посоветуй, Описание. пожалуйста. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Ясно? Да? А, только что брать. Машину сразу бросили гранат. Давай, 141. Путь догонит, путь догонит. Я приму хоть догонить. Сука. Empire Bay. Это... Хатта хамис каши вопрос киралу инде. Мен вроде бы рыбаким да ходай. Да, мана бир шеба масалады му. Кыгындыры пиде сүрбүт масыны. Ханда бар. О, букал. Док катсы. Ташку көбүкүтта. Онда маның масалары док катсы. Это он. Как ближе? А, Мадрид. Мана Карахара, сейчас управление. Так, за рулем. Поворот налево, ага. Что ходит-то? Да пизда, бля. Тут один козел пострелять решил. Ясно. Чё еще такая одна сторона, бля? ما خفر من اللعبة الدولة.
Будь на тик не рахас кого тати. Да, не говорю, надо. Алло, Алло, это Виту? кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из «Одинокой звезды». Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Так. А, Вито, это Ладно. ты? Где он? Там, за углом. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил. И что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты был прав. Слегка принял, да? Ну и как? Вита, ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. С чего бы А, это? Да. Ты за рулем? не, на такси. А то сопрут машину. Отлично. Допивай и пошли. Уже уходите, ребята? Марти, Я открою. за тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Черт побери, куда я задевал ключи? Прости меня, малыш. Так не должно было быть. Не должно. О, Господи! А, черт. Ты издеваешься? Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что? Заткнись уже, наконец, и пошли отсюда, алкаш. Ладно, ладно, сейчас.
Ana alkoholün haba pulaları. Твою мать! Собираюсь как-то там. А, ты нахуй что ли? Так, мы на месте. Постарайся никого не подстрелить по пути к двери, понял? Спасибо, Вита. Извини, если что не так. Слушай, ты звякни мне завтра, ладно? Домой. Patlıcı nerede masaya gidiyor?
Бля, блин, того видео банал трамафикин. Порнографические картинки просто. Сука. А был самолет. Вау. А такое я не помню. Друго. Нихуя себе. Блядь, полиция. Нет! Ikki фараон. Бля, пошкодым масала брушки кендера. Все, я дома. Так, только так сейчас. Ага, одеваю. Так. Сейчас продолжаем. Кто-то похоже. Дом, милый дом. Нихуя себе. А это еще кто? Эй, Вита, 100 лет не видались. Ага. 100 лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клименто убит.
Слушай, Вита, я знаю, что Фальконе к этому причастен. И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи. А мне-то какое дело? Ну да. Слушай, насчет твоего ухода. Клименте с тобой скверно обошелся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко? Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вита. За мной должок. И что нового? До или после того, как половину наших угробили? Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Ну, я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо. Микки. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно, тот самый. Голосочек, как у Мини Мауса. Ага, да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это все, что я скажу. Знаешь что, мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков. Вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай. Ты сделал то, что должен. У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И, по-моему, платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? А вот потому я и пришел к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надежный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, о чем я? Да. Тут с тобой не поспоришь. Спасибо. Бля. Эй, Привет, Вито. мои деньги у тебя? Я всегда держу слово, разве нет? Вот, держи. Не прогуляй все сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушел. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда Ну такой. да, не вини же его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчи. Он собирается на нас наехать, а я не знаю никак, ни почему. Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клименте. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Климента. Ну надо же, насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно, так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клименте. Настоящий профи. Да. Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Но вообще-то он уже здесь. Вот как? Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вита говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как не удел, а все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клименте и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте, и Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео?
Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри, ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри. Для страховки. Но тебе не придется никого убивать. Просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся, сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вита, на сегодня пока все. Но заезжай завтра. Договорились? Да. Бля, Лео Галанте, Канада. Бля, я не помню, как такое. Надо поторопиться. Лео! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Проваливай, пока не Лео, Лео, убери пушку! Это я, Вито! Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать! Скорее собирайся! За тобой идут! Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут, уходи отсюда. Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками, все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу.
Я знаю этого парня. Я ему работу и нашел. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно, они уже здесь. Дерьмо, Генри не должен меня видеть. Прячемся, быстрее, пока он внизу. Эй, спрячемся под кроватью. Ты что, сдурел? Может, мы поместимся? Ты что, сдурел? Это все пустое, Вито. Если не хочешь Вито, стрелять, что тогда это? пошли отсюда. Все в порядке, Генри, без паники. Убери пушку и отошли своих ребят. Я все объясню. Парни, подождите на улице. Если я не выйду через пару минут, вернетесь за мной. Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге, считай, жизнь мне спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фальконе решит, что я его слил и прикончит меня. Черт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вита, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить, я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал, все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео, должен быть выход. Вито, иди. Прости, Вита. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео. Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Но сначала давай уберемся подальше, пока твой друг не передумал. Куда барабан? Бля, я забыл все. А. Ладно, Вита, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось, так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик, и жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка 100 лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лост-Хевен. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло.
Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить. Это не слишком? Ну, я все равно собирался на покой. Вот ты живешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть. Фрэнк никогда не извинится. Он драчун. Сейчас он слушает молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карло, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что ты в этом завяз. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет? Хорошего отдыха, старина. Barada gitu tuh dokter. Я вам мешаю, сэр? Скорее всего, торговый кидал. La buva šeibamasın. Upravljeni temper te šeibailu. Да твою мать, че, олени что ли, блядь? Что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа? Почему? Он пьет и гуляет все время. И Где он бьет тебя? Нет, но у него кто-то есть, я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын, убью. Нет, Вита, не надо, прошу тебя. Я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он тебя Где он? послушает. Я не знаю. У него есть друг. Где-то на Ривер-стрит. Обычно Успокойся, он у все него будет сидит. хорошо. Ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вита, но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски. Идет? О, еще и базда не голяй.
Ой, плакат булынбахан центра. Эрик. Эрик! Ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Я тебе покажу, как бить женщин. Слушай внимательно. Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дочь, забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. И если я вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Тебе ясно? Да. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? Что-то я вспоминаю, кстати, сестра меня ненавидит после этого. Вау, дождь! Нихуя себе. А вот и сестра звонит. Блин, я. Вита, это Франческа. Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то? Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто держись подальше. Заебатая сестра. Давай позвоним. Кому? Блять, долларов. На сегодня мафии хватит. Продолжим завтра ночью. Пора покушать и спать. Всем доброе утро, приятного дня. Улятирой посидели.